Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы», в студии Мадина Албгачева. И сегодня я расскажу о главных экономических событиях региона. Должники остаются дома. Служба судебных приставов напомнила о долгах. Конкурс на лучшее подсобное хозяйство. Участников посетил глава региона. Коронавирусные ограничения. В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время. Конкурс на лучшее подсобное хозяйство продолжается. В этот раз участников состязания посетил лично глава региона. Все подробности в сюжете. Харун Сути встречает гостей на самом благодатном участке своего двора. На нескольких сотках земли разнообразие овощей, фруктов и ягод. Два вида морковки, лук. Это я для разведения, чернушку посадил. На этот раз Махмуд Али Калиматов лично оценивает состояние огородов участников регионального конкурса на лучшее подсобное хозяйство. Ведь возможность состязаться с другими аграриями и выиграть денежные призы у жителей появилась благодаря главе Ингушетии, который особое внимание уделяет развитию и популяризации сельского хозяйства. 3-4-5 перца набери мне острова. Незадействованным в конкурсе не остался ни один населенный пункт Ингушетии. Среди участников даже самые отдаленные поселения республики. А кортеж главы направляется в сторону селения Верхние Ачулыки. Визит нанесли еще одному огороду-участнику. Зураб Кузьгов приобщился к сельскому хозяйству всего несколько лет назад. На участке в 20 соток выращивают чеснок и картофель. Мы решили сделать упор на чеснок, поскольку это актуально пандемия. Очень даже. Средства профилактики. Плюс нет проблем с реализацией. Только в прошлом году семья Кузьговых получила 400 тонн картофеля 3 сортов. Этот урожай обеспечил семью картошкой на целый год. Часть продали, а остаток оставили на семена. Также получили 500 килограмм позднего озимого чеснока и 150 раннего. Его полностью реализовали. Правда, Махмуд Али Калиматов обратил внимание, что большая часть земли на участке пустует. Подчеркнул важность максимального ее освоения. Посоветовал при посадке сделать особый акцент на плодовые деревья. Гигант сад, да? А специалисты итальянцы есть. Второе, в Малгобеке есть черешневые. Здесь сады здесь. Галаева есть. Вот. Минприроды и Юлой тебя примут. Тебе дадут самые нормальные сорта. Но я тебе скажу, у нас земля такая, что хочешь посадить. Только надо просто правильно посадить надо. Ряд замечаний руководитель региона сделал местным властям. Очень часто жители сельских поселений незаконно присваивают земельные участки. Исчерпывающего ответа на вопрос, почему без документов, не оформленные в соответствии с законодательством, земли продолжают находиться в частных руках, представители муниципалитетов дать не смогли. Махмуд Али Калиматов обозначил сроки на выяснение всех обстоятельств и устранение нарушений. Вот паводок будет, оползни пройдут. Дал мобиз, а если мобиз, мы что и да, 18 годов. Да, ну идите в суд как незаконно. Она незаконно выделена. Вот я даю срок вам до 1 сентября каждый квадратный метр в районе, чтобы был оформлен. Остальное берите вот плугом, все сносите и общего пользования таблицу сажайте. Вот пусть Микаил осваивает картошку, сажает там. В аренду он отдайте ему. Кузикову, да, Калиматов, да? И слушайте, мы в государстве живем. 15-18 назад. А какая разница? Как оформить? Оформлено у многих. Не Нет, все, подожди, у многих оформлена собственность. Собственность оформлена, тогда посмотри, сколько платит собственность по стоимости. То, что оформлено, платит, но 40% не оформлено. У меня 60% оформлено, 40% не оформлено. Жил я выборочно, потом проверю, после 1 сентября. Бери, мне твои главы не нужны. Значит, кто не даст служебную проверку, и предлагай выгонять. Прям выгонять. Себя спрос будет, а не с них глав. В рамках этой инспекционной поездки глава пообщался не только с аграриями. Далее глава региона посетил дилерский центр «Лада». Теперь приобрести модели автомобилей Гранта, Веста, Ларгус, Нива Тревел в 5 модификациях можно, не выезжая за пределы региона, а также проводить гарантийное обслуживание и оформлять страховые полисы. Диагностический аппарат, специальные автолазы, специальные программы. Аппарат работает чисто на IP. То есть у вас связь такая с ними? Да, через напрямую. Да, через автомобиль, машинку полностью сам сразу.
Глава Ингушетии поручил министру экономического развития рассмотреть все возможности для поддержки молодых предпринимателей. Под реализацию машин Не дали? пока мы по предоплате работаем. وخذوا تايك أفضل توجه ماشي حيث ده يجب أن نخبي تاجي أخش حيث أتفوز خلي كذا есть я согласен с А машиной. мне разве не дали изначально? Нет, у них такая практика противная, что они не дают. Не дают. По-моему, там полгода надо отработать, Ну, до зарекомендовать себя. Потом уже дают. Потом дают, да, под реализацию. Под реализацию. До сентября. Но ваши письма большую роль сейчас сыграли. То, что приезжают два вице-президента, это, конечно... Ну, это понятно, но уже работает, что у них одна машина. Также Ахмед Исмайлов поделился планами открыть рядом с центром цеха для малярно-восстановительных, токарных, антикоррозийных работ и газовую мастерскую. Правда, квадратных метров для реализации этого проекта на участке не хватает. Махмуд Али Калиматов поручил местным властям и Минэкономики изучить земли рядом, которые можно отвести под строительство мастерских. Новый дилерский центр «АвтоВАЗ» обеспечил и создание дополнительных рабочих мест в регионе. У всех трудоустраивающихся есть возможность пройти бесплатные дистанционные курсы, а часть сотрудников намерены отправить на обучение в Тольятти. Должники, своевременно не погасившие свои долги, не могут покинуть страну в связи с действующим в отношении них, согласно закону, ограничением на право выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день свыше 10 тысяч жителей Ингушетии ограничены судебными приставами в таком праве, передает газета «Ингушетия» со ссылкой на сообщение представителя пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ингушетии Амирхана Бузуртанова. В соответствии с законом временные ограничения на выезд должника за пределы России применяются в отношении граждан, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Однако, если должник не оплатил задолженность в течение 2 месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, в список невыездных попадают неплательщики алиментов, лица, обязанные возместить вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, причиненный преступлением. Всего с начала года в отношении должников из республики вынесено почти 11,5 тысяч постановлений об ограничении их в праве выезда за пределы страны. В настоящий момент возможности выезда за границу лишены 10,5 тысяч жителей региона, из которых 102 – должники по алиментным обязательствам. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ингушетии рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, проверить себя на наличие возбужденных исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» или с помощью мобильного приложения Федеральной службы судебных приставов. Друзья, продолжается наша программа. Я напомню, что в прошлом месяце в Ингушетии состоялся 2-дневный семинар-совещание территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России, Северокавказского и Южного федеральных округов. Сейчас мы с руководителем ингушского УФАС обсудим итоги этого масштабного мероприятия. Здравствуйте, Батыр. Здравствуйте. Салам алейкум. Батыр, расскажите, пожалуйста, для чего вообще проводился этот семинар в нашей республике? Проведение этого семинара для нас было очень такое долгожданное событие, мы его долго ждали. Огромный плюс этого семинара совещания, то, что на нашей территории проводится, является то, что все наши должностные лица, органы и как республиканской государственной власти, так и муниципальной власти имели возможность задать прямые вопросы спикерам. Спикерами у нас были начальники управления центрального аппарата, замруководителя управления ФАС России был. Поэтому из первых уст они могли получить ответы на свои вопросы. Вопросов у нас было достаточно много. Также вопросов было и у центрального аппарата ФАС России к нашей республике. Это в том числе и неисполнение ряда поручений, и документов, которые необходимо было подготовить, согласовать и уже передать. Допустим, это план реорганизации унитарных предприятий Республики Ингушетия. Мы пока еще сохраняемся как единственный субъект в Российской Федерации, который еще этот план не разработал. Хотя у нас, наверное, меньше всего этих унитарных предприятий в России. Поэтому это было крайне важным событием для нас. Важным это событие было не только потому, что оно проходило на нашей территории, и то, что был Северокавказский федеральный округ, мы проводили этот семинар, но также и Южный федеральный округ. Ну, это довольно редкое событие, когда центральный аппарат ФАС России собирает 2 округа вместе. Обычно это в каждых округах, в соответствии с нормативными актами нашими внутренними, все это проводится. На этот раз
Все хотели в республику, и очень много, я знаю, что еще больше народу было в центральном аппарате, в территориях, которые хотели приехать, было. И тематика была интересна, наша республика им была интересна. Из-за того, что, как сказал, давно у нас не было и такого рода события, много людей, которые у нас не побывали, поэтому хотели побывать и поучаствовать в этом мероприятии. Баттер, вот это мероприятие впервые, да, проводилось в нашем регионе? Да. А в других регионах оно проводится? Да, конечно, ежегодно какой-то субъект выбирается, и в этом субъекте проводится. Обычно выбирается субъект не в очередности некой, а там крупный субъект. Если это СКФО, то это Ставрополь, обычно там проводится. Вот если это ЮФО, это Ростов, Краснодар. Вот, по доступности, логистике и так далее. То есть там много критериев, в соответствии с которым отбирается стабильность субъекта. Вот в этом году ФАС посчитал, что наш субъект вполне стабилен и может провести такое мероприятие. Наверняка, да, по итогам вот этого мероприятия были даны какие-то поручения. Да, и поручения были, кроме всего прочего, что семинар прошел отдельно еще заместитель начальника правового управления Центрального аппарата ФАС России, она отдельно еще провела для нас обучающий семинар для органов исполнительной власти. Это не только уже там были главы ведомств, но и специалисты, обычные специалисты, которые непосредственно являются исполнителями всех этих заданий. И они имели возможность уже непосредственно сами задать вопросы. Бывает, что у главы администрации очень много вопросов, он не совсем погружается в те или иной вопрос. Вот. Но специалист, который с этим занимается, там днем и ночью готовит эти документы, у него, конечно, вопросов больше, он более заинтересован и более погружен в тему, как сказать. Поэтому это было крайне продуктивным, именно такого рода встреча. Баттер, одной из тем обсуждения это был национальный план развития конкуренции. Вот расскажите касаемо вот этого вопроса. Спикер мероприятия, заместитель начальника правоуправления ФАС России Кузнецова Оксана Николаевна, она сообщила вообще о достижениях в целом по стране. Были отдельные доклады и по республике Ингушетия у нас, но вот в целом по стране очень интересно она привела достижения. Это вот во всех отраслях экономики обеспечено присутствие не менее 3 хозяйствующих субъектов, не менее 1 из которых относится к частному бизнесу. То есть сфера, где государство абсолютно присутствует, 100% сам, снизилась, очень существенно причем снизилась. Это не может не радовать. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления снизилось также в 2 раза, как и полагалось. Отменен внутрисетевой роуминг. Внедрен принцип эталонных затрат при расчете сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Устранены возможности для превышения предельного уровня тарифов в субъектах Российской Федерации. То есть было, что когда ФАС задавал тариф, а в субъектах все-таки тарифы поднимались. Они были где-то 4 года назад, у нас то же самое было, и по предписанию ФАСа тариф был снижен. Снижены более 1000 предельных отпускных цен на 294 торговых наименований лекарственных средств. Средний размер снижения составил 40%. Устранен так называемый банковский роуминг, межрегиональная дискриминация потребителей банковских услуг. Утверждены правила недискриминационного доступа на товарный рынок услуг, общедоступной почтовой связи в сфере теплоснабжения. Расширилась география биржевых поставок и номенклатура товаров и остальное. То есть, когда также роуминг снизился, да, допустим, да, там тарифы на роуминг, отменен был мобильный роуминг, мобильное рабство так называемое, то мы думали, это само собой происходит, это огромная работа была проведена. Также мы знаем, что при переводе денежных средств очень много студентов у наших граждан, да, когда перечисляли деньги своим детям в другом субъекте, если он учился, то также снимали проценты с этого перевода. Этот перевод, также вот это вот взимание этих платежей было отменено. Так, старанием, да, именно благодаря национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации. Руководство, да, Федерального антимонопольного ведомства, они отметили какие-то нарушения в антимонопольной сфере, характерные именно для нашего региона? Ну, мы снижения нарушений со стороны органов власти в 2 раза, к сожалению, не достигли. Об этом это было озвучено. Мы достигли только 20% снижения. Но и это, честно говоря, очень радует, потому что 20% снижения – это уже хорошо для нас. Вот. И также было отмечено, что у нас доля закупок, с участием которых является социально ориентированная некоммерческая организация, увеличилась на 29%. То
есть это тоже достаточно хорошо. Это означает, что у нас стали в торгах побеждать и не те лица, которые постоянно традиционно там подают заявки, участвуют, но и те лица, которые не участвовали ранее в торгах, они это увидели, узнали, услышали, решили подать заявки и выиграли 29%. У них идет темп на увеличение. Также было отмечено, что у нас идет снижение количества унитарных предприятий на 20%. Это даже мы, получается, и до того момента, когда это все должно быть реорганизовано, это 2025 год, мы самостоятельно уже на 20% снизили количество унитарных предприятий. Но при этом парадоксально, что план реорганизации мы до сих пор еще не приняли. Скажите, а почему не получается у нашего региона все-таки составить этот план по реорганизации унитарных предприятий? Есть такое понятие, как южнокорейское чудо. Когда у них произошел такой бум развития, именно они перешли с обычного, как обычное государство Южной Кореи перестало существовать и стало передовым государством в мире. Все это произошло, когда они все-таки решили, что государственное имущество необходимо передавать в частные руки. И необходимо создавать, не просто передавать в частные руки, а создавать условия для конкуренции, для того, чтобы ни одно предприятие, опять, ликвидировали государственное предприятие, передали в частное, он также продолжает доминировать, также продолжает нарушать и дискриминировать интересы других участников рынка. Чтобы этого не было, они все эти правила придумали, и мы сегодня видим, что экономика Южной Кореи, она является одной из лучших в мире. И то же самое необходимо и в нашей стране провести. По разным оценкам у нас до 90% доходит доля государства в экономике. Это крайне неправильная вещь. Если у нас рыночная экономика, то нам необходимо рынок все-таки отдавать на рынок и рыночные механизмы, чтобы включались. И у нас бывает, когда собственник, он считает, что, допустим, если мы возьмем мэра города какого-нибудь, он считает, что если у него унитарное предприятие уйдет в частные руки, допустим, в сфере ЖКХ, то он не сможет быстро устранить протечку, мусор убрать и так далее, оперативно среагировать на пожелания граждан. Все-таки это должность выборная. И поэтому они максимально держат у себя эти унитарные предприятия. Это если в положительном, если это добросовестная глава. И бывает, что и недобросовестная глава. Через унитарное предприятие очень легко выводить бюджетные средства, и злоупотребление в этой части тоже в нашей стране достаточно частое явление. И чтобы этого не было, и бороться с коррупцией, и также повышать эффективность унитарных предприятий, да вообще государственных ресурсов, необходимо их передавать в частные руки. Но, как я сказал, делать это, естественно, аккуратно, через торги, делать все эти торги доступными, прозрачными, и эффективными, и прозрачными. Поэтому необходимо их передавать и создавать условия для конкуренции уже на этом рынке. Мне кажется, что у нас именно с этим связано, что мы до сих пор план реорганизации не приняли. Мы такие, видимо, крепкие хозяйственники. Мы думаем, что если у нас заберут, если мы отдадим, то оно перестанет работать. Естественно, оно не перестанет работать. Если это государственное, это получается, что ничейное. И приходя туда менеджер, он может взять толпу своих родственников на работу, также неэффективно выполнять работу, работать на себя и так далее, и так далее. Это мы видим по десяткам неэффективных наших унитарных предприятий в республике, даже если мы у нас ее возьмем. А если уже там будет собственник, если вы там хозяин, то у себя воровать вы не будете. И держать родственников, которые не работают, но выплачивать им зарплату со своего кармана, вы явно не станете. И в этом смысле вы начнете набирать к себе в команду профессиональных людей. И это еще один плюс для того, чтобы у нас подстегнуть к лучшему развитию наше образование, которое переживает не самые лучшие времена. Поэтому студент, он на первом-втором курсе уже будет знать, что только наличие профессионализма, знаний, навыков, он благодаря им может поступить, а не благодаря каким-то связям и так далее, и так далее. Поэтому это было бы... То есть это одна отрасль может развить еще остальные все отрасли, которые вокруг лежат. Также вопрос, который был затронут на семинаре, это субсидирование агропромышленного комплекса. Расскажите, пожалуйста, об этом. Начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Вовкивская Лариса Валерьевна, она с этим докладом выступила. Если сказать коротко, то она обозначила некоторые больные темы и то, что необходимо делать и что делается неправильно.
Из того, что причины, почему у нас крайне малое количество людей участвует в распределении субсидий и почему они не настолько эффективны, как хотелось бы нам, это вот в первую очередь это отсутствие специальных разделов, посвященных господдержке на сайтах органов управления агропромышленным комплексом. В нашем случае это Министерство сельского хозяйства. Затруднен поиск нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий, отсутствие административных регламентов и отсутствие в открытом доступе реестров получателей субсидий. Если бы реестры получателей субсидий были бы в открытом доступе, мы бы видели, кто из года в год, допустим, получает. Тут общественность могла бы подключиться и задать вопрос, если это на примере Республики Ингушетия, Минсельхозу, а почему у нас постоянные списки одних и тех же? Если верить этим спискам, то у нас у этого человека уже более 1000 голов, допустим, крупнорогатого скота и так далее. Это я образно говорю. И в любом субъекте можно это взять и этот вопрос задать напрямую. И общественность тут подключилась бы, это все было бы более доступно для всех. Да. Сегодня действительно сложно найти эти нормативно-правовые акты, действительно сложно понять, почему так происходит. Зачастую еще субъектовые органы, которые занимаются непосредственно распределением этих субсидий, они от себя еще дополнительные заградительные барьеры устраивают. То есть, а вот принесите мне еще этот документ, а теперь документ о том, что у вас есть этот документ, а потом еще тот документ, что он еще законный и так далее. Это все такие административные препоны, которые являются незаконными. Вот. Но необходимо отметить, что устные жалобы в нашей республике в этой части бывают, но не один раз, никогда никто письменно к нам не обращался. Поэтому, если у нас есть вопросы в этой части, мы ждем обращения граждан. Если они будут, то, естественно, будем публично с этим разбираться, смотреть и результаты проверки оглашать. Батыр, в завершении нашего интервью хотели бы вы что-нибудь еще добавить? Особенностью нашего семинара-совещания явилось то, что впервые вообще в практике ЮФО и СКАФО, это точно, мне кажется, и всех субъектов Российской Федерации на такого рода семинара-совещаний присутствовало абсолютно все правительство, присутствовал глава субъекта, присутствовали все главы муниципальных образований и заинтересованные ведомства. Поэтому глава региона это озвучил, у нас Махмуд Алимак Шерипович сказал об этом. И все они сидели, слушали, все доклады, задавались вопросы. Это все было действительно интересно. Заинтересованность со стороны субъекта была отмечена в центральном аппарате ФАС России, об этом говорилось. И у нас на внутреннем портале об этом писали, что является примером и образцом как гостеприимства, так и налаживания рабочего процесса. Поэтому это действительно очень было приятно. Вся эта организация нам помогали, и глава помогал, и администрация главы помогала, и правительство помогало. Поэтому все прошло крайне на высоком уровне и продуктивно, самое главное. Спасибо вам за интервью. Я желаю успехов вам в работе. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Батыр Тачиев, руководитель Ингушского антимонопольного ведомства. И сегодня мы обсуждали итоги прошедшего семинара органов ФАС России, Северокавказского федерального и Южного федерального округов. Ну что ж, на этом наша программа не завершается. Оставайтесь с нами. Власти Ингушетии на фоне распространения новой волны коронавируса запретили до 1 сентября работу организации общественного питания в ночное время, сообщает пресс-служба главы региона. Решением Республиканского оперативного штаба организации общественного питания переводится на режим работы с 7:00 до 21:00. Актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 квадратных метров при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных Минкультуры и учреждениям запрещено выступать на подобных событиях, говорится в сообщении. Кроме того, до 21:00 ограничивается работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений доп. Образования. В регионе проходит уборочная кампания. На 1000 гектарах идет жатва озимого ячменя. И жаркая погода не помеха для тружеников. Подробности в нашем сюжете. В ГУПе Алханчурский в самом разгаре уборка озимого ячменя. Далее на очереди пшеница. Здесь предстоит убрать урожай с площади 280 гектаров. Сейчас мы убираем озимый ячмень, сорт достойный. Вот, как вы видите, приблизительно планируется получить урожай с данного поля в пределах 29, 30, 32. Но мы прогнозируем, что урожайность в этом году у нас будет нормальная. Мы планируем получить по кругу, то есть общий валовый сбор где-то в пределах 30-32 центнеров с гектара.
Одновременно с уборкой урожая идет заготовка кормов. В работе задействовано 6 комбайнов. Пока что убрали около 100 гектаров, при том, что предприятие для озимых отведено более 600 гектаров. Ну а в следующем году здесь планируют увеличить посевные площади до 1000. Зерно нужно очистить, для этого весь груз сразу направляют на склад. А это ГУП «Зори Кавказа». Озимыми яровыми культурами здесь засеяно 2000 гектаров. Это овес, ячмень и пшеница. Здесь, как и во всех предприятиях региона, идет уборочная кампания. Труженики уже собрали около 100 засеянных гектаров. Сейчас началась уборка. Вот, с 1 числа мы начали убирать озимый ячмень. Значит, идет одновременная уборка и заготовка кормов. Ну, убрали где-то около 100 с лишним гектаров зерна. Урожайность 28-29, может еще выше. Нам помогли, значит, с удобрением, с ядохимикатами. Мы своевременно провели внесение удобрений и обработали поля. Поэтому у нас поля чистые, не засоренные. А соответственно и качество зерна будет хорошее. Кроме того, местные аграрии уделяют особое внимание и развитию животноводства. По поручению главы республики мы дополнительно сейчас вот именно на этой неделе приобрели еще 500 голов мелкорогатого скота, то есть бараны и козы. Значит, идет увеличение поголовья, значит, соответственно, корма должны быть и фураж должен. Как идет уборочная кампания, проверил лично министр сельского хозяйства Магомед Гагиев, побеседовал с аграриями, справился о состоянии КФХ региона и обозначил, что перед ними стоят задачи по наращиванию темпов развития животноводства и растениеводства. Задействовано свыше по республике Ингушетии, надеемся, будет выполнено на 100%. Это повысить урожайность, повысить развитие животноводства. Масштабную уборку урожая озимых аграрии начали с начала месяца. Труженики Ингушетии намерены оправдать благоприятный прогноз, тем более, что погода благоволит. Ну что ж, друзья, на этом выпуск программы «Экономика» и мы подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.